다들인데 그지만은 팔매기 그거다 순저이 니 수밤 니 담아도 차리요. Так, сегодня, 다 도마들이야 안주 이 차남귀니 말람 сегодня 팔마 четвертый день особого Кагьямадава, и я хочу поприветствовать всех учителей, всех Кембала, всех монахов и монахинь, а также всех, кто слушает эти учения по интернету. Я всех вас тепло приветствую. И мы с вами изучаем жизнь, историю жизни, освобождения Джогаджи, Атиши. И я уже рассказал о том, как Атиша провел свои молодые годы, как он прошел обучение, как он изучал тантру. И вчера мы остановились на том, что говорили о том человеке, который пригласил Атиша в Тибет. Его звали Еше, и у него был племянник по имени Чанчуб. Это два человека, благодаря которым Атиши пришел в Тибет. Это два очень известных человека в истории Тибета. И Еше три главные заслуги. Первое — это то, что он распространил учение из Верхнего Тибета, и то, что называется регион Тэ. И то есть он был правителем Ngaри в Западном Тибете, и он распространил учения, которые начали возрождаться в Верхнем Тибете, в Западном Тибете, поскольку прошло уже примерно 100 лет с того времени, как правитель по имени, известный как Ландарма, он преследовал Дарму в Тибете, и за эти 5 поколений, которые прошли с того времени, буддизм сильно ослабел в Тибете. И в особенности в этом регионе Ngaри, или известным под именем Шангшун, где Еше, либо Сонгне, это было его имя как царя, титул как царя. Он правил в Наре, где он правил. Это было то место, где очень сильна была традиция Бен. Бен именно как раз зародилась в Шангшунге и была очень распространена там, и большинство жителей Шангшунга практиковали Бен и не интересовались буддизмом. И, кроме того, во многих регионах Тибета большинство людей даже не знали, что такое дарма, не имели верного понимания дармы. И в особенности тибетцы традиционно уважали тех, кто приходил из Индии, делали им большие подношения. И по этой причине из Индии приходило очень много разных ученых, которые не обладали глубиной понимания дармы и учили как попало. И в результате возникло очень много неверного понимания учений дармы. И это все видел Еше, и он сам изучал дарму, он исследовал, в чем заключается суть дармы. Он понимал,
что все эти учителя, которые приходили из Индии, очень многие из них не учили должным образом. Кроме того, их поведение не соответствовало тому, чего, что считалось этичным с точки зрения дharma. И он пытался как-то изменить эту ситуацию. Он, например, а, вводил законы и правила в этой сфере, но это не так уж помогало. И поэтому он понимал, что единственное, что могло как-то изменить ситуацию, переломить ситуацию, было это пригласить какого-то выдающегося, очень важного пандиту, истинного, автентичного пандиту из Индии, который смог бы реформировать буддизм в Тибете. И кроме того, сам Еши, он разочаровался в самсаре, в своей деятельности как правителю и решил принять монашество. И когда он принял монашество, он передал правление своему младшему брату. И он возвел монастырь, который называется монастырь Тодинг. И это один из самых ранних монастырей, возведенных в Наре, и он сохранился до наших дней без каких-то серьезных повреждений. Поэтому, если кто-то из вас может отправиться в Нари, чтобы посетить этот старый монастырь, это будет очень хорошо. И в этом монастыре Тадинг, который он основал, он пригласил много пандит из Индии. Одним из них был пандита по имени Дармапала. И вместе с ним пришло еще 3 его ученика, всех их звали также Пала, то есть вторая часть их имени также была Пала. И они распространили монашеские обеты в Наре, установили сообщество Санкхи и учили Виная. И это то, что называется верхняя линия Виная, верхняя линия передачи Виная, Т, Виная Т. И когда мы говорим о этом времени, когда Ландарма преследовал буддизм, мы не имеем в виду, что Ландарма полностью искоренил Тибет, искоренил буддизм. Но он очень сильно сократил количество монастырей в Тибете, разрушил много монастырей и таким образом разрушил много монашеских сообществ монахов и монахинь. И, но это не означает, что в Тибете просто совсем исчезли практикующие буддизм, но именно пострадали сообщества монахов и монахинь. И таким образом была нарушена линия передачи Винаи, монашеских обетов Винаи. И когда, а, а, когда была восстановлена нижняя линия передачи Винаи, которая была восстановлена ранее, чем вот эта верхняя линия, которая благодаря Еши была перенесена в Верхний Тибет, то эти две линии передачи, верхняя и нижняя линия передачи Виная, они затем распространились на Центральный Тибет. И таким образом все эти линии также, это означало, что они распространились по всему Тибету. И именно это и именуется вторым либо поздним распространением Дharмы в Тибете. Чидар — позднее распространение. И затем дополнительно к этим двум линиям передачи обетов в XIII веке великий пандита Шакья Шри из Кашмира принес в Тибет линию обетов Виная, которая называется линия Махапандиты. И это таким образом было 3 линии.
верхняя, нижняя и линия Махапандиты. И похоже, что позже эта верхняя линия Виная была нарушена. И линия передачи обетов Виная в Тибете — это прежде всего линия настоятелей монастырей. И, и но главное понимать, что обеты принимаются от санги, от собрания санги, они не принимаются от какого-то а, отдельного человека. Поэтому для передачи обетов важно наличие монашеского собрания сангхи. Однако в этой традиции передачи те, кто фигурирует, это в основном настоятели монастырей, которые были держателями линии передачи. И поэтому нужно убедиться в том, какова же была эта линия передачи обетов в Тибете. И Еши как раз был тем, кто пригласил Ачиша в Тибет, но 다 토말 이시외기 ар тем, кто, собственно, осуществил это, был его племянник Шанчуб. Однако именно эти планы по приглашению Ачиша составил Еши. Поэтому не будет ошибкой сказать, что именно благодаря Еши Ачиша попал в Тибет. И независимо от того, правдива ли та история, что Ешуа дал свою жизнь для того, чтобы Ачиша пришел в Тибет, либо нет, тем не менее он сыграл очень важную роль для того, чтобы Ачиша попал в Тибет. Ешуа приложил много усилий для того, чтобы возродить переводческую традицию Дharмы в Тибете. Он назначил Ринчана Зампо, великого Лацаву, который учился в Индии и был очень довольно известным в свое время как главным за этот процесс обучения. Они выбрали примерно 5-6 молодых тибетцев для того, чтобы они отправились в Кашмир и изучали санскрит, изучали перевод. Кашмир на тибетском называется Качи. И Качи — это то, как на тибетском называют мусульман. А почему это так? Потому что первые мусульмане, которые попели в Тибет, они как раз приходили из Кашмира. И их спрашивали, а вы откуда? Мы из Кашмира, и поэтому это слово «каче», которое связано с именем Кашмир, оно стало названием ислама, мусульман в Тибете. А на самом деле Кашмир — это название региона, это не название религии. Кашмир был местом, где все еще сохранялась дарма, сохранялись традиции пандит, и поэтому именно в Кашмир отправились эти молодые тибетцы, чтобы они изучали там санскрит, а затем привели оттуда в Тибет пандит. И это то, как они поступили, и они вернулись в Тибет вместе с пандитами. Эти ученые, пандиты, они были знатоками лишь тех немногих текстов, которые они изучили, но они были не способны реформировать систему буддизма в Тибете. И у них не было достаточного знания, не было достаточного опыта, и поэтому
а, считал, что приход этих бандит это не смогло исполнить его стремление, его желание. И он еще слышал о том, что в Индии есть великий бандит, которого зовут Атиша, что он очень знающий, обладает благим поведением, и он очень известен, очень почитаем. И тогда еще зародилось сильное стремление пригласить Атишу в Тибет. И Еши поручил эту задачу привести Атишу в Тибет старшему переводчику по имени Гья Цунджу Сангея. Однако первая попытка, которую предпринял Гья Цунджу Сангей, привести Атишу в Тибет, было, была неудачной. Он не смог привести Атишу в Тибет. И вскоре после этого Еши, который уже был преклонного возраста, умер и не смог исполнить свое желание. Однако перед смертью он сделал это завещание, которым поручил своему племяннику Джанчуп привести Атишу в Тибет. И чтобы исполнить это завещание, последнее желание своего дяди, Джанчуп попросил Лацаву по имени Ngацо Лацава отправиться в Индию и пригласить Атишу. И тогда Ngацо Лацава составил группу для путешествия и прибыл в Индию. В то время Атиша жил в монастыре Викрамашила. Вы, наверное, знаете, что такое Викрамашила. Это монастырь, который был возведен в VIII веке четвертым правителем династии Пала по имени Дармапала. И это был второй по значимости монастырь-университет в Индии после Наланды. То есть Наланда была самым главным, самым известным университетом, монастырем-университетом. И второй по значимости была Викрамашила. И в особенности Викрамашила отличалась традицией изучения тантра-яны. В особенности в ней процветала традиция изучения анутара йога-тантры. И самым лучшим ученым, которые заканчивали свое обучение в монастыре Викрамашила, правитель даровал титул пандиты, и включая и среди этих великих ученых того времени были 6 хранителей врат Викрамашилы, таких как Нароба и Шантипа. И Атиша, также Атиша и позже Шакья Шри Бадра. И затем там были разные категории ученых. Эти ученые стояли на вратах, на входе в монастырь. Почему? Потому что многие небуддисты приходили в монастырь для того, чтобы вступать в диспуты с представителями буддизма. И их встречали эти великие ученые. И что касается Шакья Шрибадры, то он также позже посетил Тибет. В 1203 году Викрамашила была разрушена во время вторжения моголов, мусульман, и таким образом прекратила свое существование. Когда Ngацо Лацава и его сопровождающие прибыли в Викрамашилу,
В в то время в Бекрамашиле уже пребывал и учился тибетский Лацава Гья Цунджу Сенге. И он уже знал особенности жизни Викрамашилы, и поэтому он посоветовал Ngadzолу Цаве не приглашай сразу Атиша в Тибет, притворись, что ты пришел сюда учиться, останься здесь какое-то время, и затем позже, когда возникнет возможность, я скажу тебе, как пригласить Атишу. И поэтому Нацула Цава попросил разрешения учиться в Викрамашиле, и он учился там на протяжении целого года. И лишь по окончании года он получил возможность и разъяснение, как пригласить Атишу в Тибет. И чтобы пригласить его, нужно было встретиться с ним лично. Эти активности Атиши были такими обширными, что это было сложно сделать. И в конце концов такая возможность, когда представилась такая возможность, они пригласили Атиши. Атиша сказал: то, как вы рассказываете об этом, похоже, что тибетский правитель — это истинный бодхисаттва, и если я откажусь, это будет неверно для меня идти против воли бодхисаттвы. И, и сейчас в Тибете распространяется учение, и вы сюда пришли, преодолев много сложностей, поэтому я постараюсь найти способ, чтобы посетить Тибет. И после этого Хатиша спросил своего божество Едама, Тару, об этом. И Тара ответила, что если ты отправишься в Тибет, сейчас это будет очень полезным. В особенности, сказала она, в Тибете ты встретишься с одним человеком, одним мирянином, который, который будет наиболее, который получит наибольшее благо от этого. Если мы спросим, кого Ариатара имела в виду, скорее всего, она имела в виду Драмтомпу, поскольку кроме Драмтомпы в Атише не было других великих учеников мирян. И после этого также говорится, что Атиша отправился к ступе в Бадгае для того, чтобы сделать гадание. И это гадание показало то же самое, что и поэтому он решил отправиться в Тибет. И тогда он снова отправился в Бадгаю и подготовил большое подношение и молился, чтобы подготовить все условия для этого путешествия в Тибет. И в то время там пребывал мастер по имени Гняна Шримидра, и он дал ему э, ге- и Гняна Шримидра дал ему красивые ракушки, раковины с резьбой, украшенные раковины, и сказал, что ты встретишься с бледным стариком, у которого будут склоченные волосы, отдай эти ракушки, эти раковины ему. И тогда, когда Атиша отправился в Аткая, он встретился с таким стариком, и этот старик сказал ему: отдай мне раковины, которые ты мне принес. И тогда Атиша понял, что это необычный человек, и он поклонился ему.
И спросил, если я сейчас отправлюсь в Тибет, будет ли это полезно? И этот старый человек, старик ответил, так же, как и Тара. Ам, И что если ты отправишься, будет, а, это будет полезно. То есть он сказал те же слова, что и Ария Тара. И тогда Атиша задал ему второй вопрос. А если я отправлюсь туда, возникнут ли какие-то препятствия для моей жизни? И почему он так спросил? Возможно, это связано с тем, что в то время Атише уже было 50 лет, то есть он уже был зрелого возраста. Кроме того, Тибет — это очень высокогорное место с суровым климатом. Поэтому Тиша понимал, что если он отправится туда, то это может вызвать препятствия для его жизни. И он задал этот вопрос, э, возникнут ли препятствия для моей жизни. И старик ответил, что если ты отправишься в Тибет, твоя жизнь будет короче. А насколько короче? Спросила Тиша. И старик ответил, что если ты не пойдешь в Тибет, ты доживешь до 92 лет. А если ты пойдешь, тогда ты проживешь лишь 73 года. Что означало, что жизнь Атиши будет на 20 лет короче, если он отправится в Тибет. Но Атиша подумал, что если это принесет благо, то не имеет значения, будет ли моя жизнь короче от этого или нет. И он решил отправиться в Тибет. Но если бы он открыто сказал: «Я отправляюсь в Тибет», тогда индийский правитель и все власти монастыря не позволили бы ему идти. Поэтому он искусственным образом сказал, что я отправляюсь в паломничество, я буду посещать святые места. И он как бы отправился в паломничество, начал посещать все самые выдающиеся на святые места, и в конце концов они отправились в Непал. В Непал по дороге из Индии в Тибет, как вы знаете. И так он отправился в Непал и также начал посещать там святые места. И в то время в Викрамашиле пребывал один старейшина, и он заподозрил что-то по этому поводу. Он подумал, почему это Атиша отправился в паломничество, и его сопровождают все эти тибетцы. Поэтому он настоял, чтобы тоже пойти вместе с Атишей. И он сопровождал его на протяжении всего этого пути. И затем, когда они прибыли в Непал, он узнал про план Атиши отправиться в Тибет. И когда он узнал об этом, он сразу же сказал Нацалацаве, что ты сказал, что ты пришел в Викрамашилу учиться, однако это неправда. Ты пришел, чтобы украсть Атишу. И дело не в том, что мы не хотим отпустить Атишу в Тибет, но проблема, что если мы потеряем Атишу, то в Индии возникнет опасность, что буддийские учения будут разрушены. И в конце концов этот старейшина и Нацвалацава обсудили это долгое время и решили, что Атиша проведет в Тибете не больше 3 лет, и через 3 года Лацава обещает привести Атиша обратно. И Лацава поклялся, что так и будет, что через 3 года он вернет Атишу в Индию. И лишь после этого обещания, этой присяги, по сути, которую дал Лацава, согласились отпустить Атишу в Тибет. И причина, по которой индийцы так не хотели, чтобы
Атиша шел в Тибет, то прежде всего это касалось, что Атиша уже не был молод, когда Гонцо и его сопровождающие пришли в Индию для того, чтобы позвать Атишу в Тибет. Ему уже было больше 50 лет. И, и он был каким-то обычным пандитой. Он был очень известный, известным, очень влиятельным. И, и он не только был назначен настоятелем таких известных буддийских монастырей, как Викрамашила и Адантапури, но он также был настоятелем нескольких важных храмов в Центральной Индии. И говорится, что у него обычно он носил с собой не меньше, чем 18 ключей. Почему? Потому что ему даровали ключи от этих монастырей и просили его быть настоятелем этих монастырей. И поэтому он носил с собой эти 18 ключей от 18 монастырей. То есть он был таким важным человеком в Индии, важным пандитой, и поэтому индийцы так не хотели отпустить его в Тибет. И также следует принять во внимание, как индийцы относились к Тибету. Они считали Тибет очень отдаленным, темным местом. И кроме того, в то время буддизм в Индии начал приходить в упадок. В особенности традиции Анатара йога тантры широко распространились, и в результате и индуистская тантра, и буддийская тантра начали смешиваться, и стало очень сложно различать, какая практика является индуистской, а какая буддистская. И многие индуистские пандиты стали утверждать, что нет никакого различия между индуизмом и буддизмом. Э, И были такие пандиты в традиции индуизма, кто утверждали так. Но не только это, сам Атиша говорил, что в Индии того времени есть всего лишь несколько буддийских пандитов, 3 или 4 пандиты, такие как Шантипа и другие, которые могут отличить индуизм от буддизма. И Атиша сам включен был в этот перечень. И, и, поскольку буддизм и индуизм стали так сливаться, что очень сложно сказать, где есть что. Поэтому так важно для индийского буддизма, чтобы Ачиша остался в Индии. И, и одним из примеров, каким важным считали Атиша, в Викрамашиле была стена, на которой с одной стороны был нарисован Нагарджуна, а с другой был нарисован, изображен Атиша. То есть в Викрамашиле Атишу считали таким же важным, как Нагарджуна. Также почитали как Нагарджуну. И И напротив этого изображения Нагарджуны и Ачиши было также изображены все Махасидхи. И Ачиша также был нарисован среди Махасидхов, то есть он был включен не только в великие пандиты, но также великие Махасидхи, как он считался великим Махасидхой. И, кроме того, Чиша отличался таким очень открытым умом, и
характером, который позволял ему ладить со всеми представителями всех традиций. Он очень хорошо знал позиции всех главных школ в Индии, и представители всех школ уважали и любили его. Поэтому мы можем увидеть пример этого из этих 80 строф восхваления Атиши, в которых говорится, в Адантапуре есть 350 монахов, и, среди всех этих говорится, что в Адантапуре было 350 монахов, в Викрамашиле около 100, и среди всех их а, ты являешься коронной драгоценностью. И, а, хотя ты принадлежишь к школе Махасангика, ты почитаешь все другие школы. И также в стихах говорилось, что среди 4 сообществ, то есть монахов, монахинь, упасоков и упаски, то есть практикующих мирян и мирянок, нет никого, кто сравнится с тобой. Это те стихи, которые говорят о том почитании, которое обладало Тише в Тибете. И в то время в Индии также имели место диспуты между представителями Мадхьямаки и Читаматры. И Атише, он сочетал воззрение Мадхьямаки с обширным поведением Читаматры и практиковал их в союзе. И поэтому он объединял в себе линию глубокого воззрения Нагарджуны, а также линию обширного поведения Санги. И он был тем, кто объединял эти 2 традиции. И поэтому они так не хотели, индийцы так не хотели отпускать Атишу в Тибет. И несмотря на все это нежелание, в конце концов, было принято решение, что Атиша таки отправится в Тибет. Но что произошло, что когда вся эта группа была в Тибет, Гьяцун Рюсунге, Лацава Гьяцун Рюсунге умер. И тогда Атиша сказал: «О, переводчик умер, и теперь у меня нет языка, и поэтому нет нужды идти в Тибет». Но на это Лацава ответил, что в Тибете ждет тебя великий Лацава Ринчен Зангпо. То, что касается каких-то обычных разговоров, то я могу переводить для тебя, поэтому, пожалуйста, прошу тебя, продолжай свое путешествие в Тибет. И благодаря этим настоятельным просьбам Тиша продолжил свой путь в Тибет. И говорится, что он прибыл в Мунаре в 1040 году, когда ему было 59 лет. Следующее, о чем я хочу рассказать, как встречали Атишу, когда он прибыл в Тибет. Итак, в то время Чанчук-ы, который уже в то время стал монахом, и как раз Чанчук-ы это было монашеское имя того правителя. Итак, он уже так долго ждал прибытия Атиши. И поэтому он подготовил всю эту встречу задолго до того, как Атиша пришел. И когда Атиша и вся делегация приближались к монастырю Тадинг, эм, согласно хроникам, Джанчук собрал 300 мирян. Все они ехали на белых конях,
несли, а, несли зонты, победоносные знамена. И это была такая очень впечатляющая церемония встречи. И в особенности, ам, поскольку прибытие Одежды в Тибет это считалось поводом для радости всех богов и людей. Джанчжоу придумал музыкальный инструмент, который а, могли слышать издалека. Это то, что мы называем инструментом рагдунг. А, И мы используем рагдунг. Рагдун мы используем в эти дни в монастырях. Мы называем его трубой для приглашения ученых и переводчиков. Это имя, название Рангдунга. И, и что произошло? Что когда вся эта церемония выстроилась, все встречающие выстроились, чтобы встретить Атиша, но когда они начали играть на рагдунгах, то это был такой новый сильный звук, что все животные испугались, все лошади, кони испугались. Это у рангдунга такой очень громкий и необычный звук, поэтому все, все животные вокруг разбежались, все кони были в панике. И похоже, что этот звук был таким сильным, что это также напугало самого Айтиши и э, всех индийцев, кто путешествовал вместе с ним. Невозможно, никогда не слышали таких резких звуков. Айтиши был таким очень мягкосердечным. Возможно, он очень удивился, когда увидел, что все животные разбегаются, и такие громкие звуки раздаются для его приветствия. Ну, как бы там ни было, Тиша прибыл в монастырь Тадинг, и тогда Джанчуб объяснил Тише всю историю передачи Дармы в Тибет, про то, как Дарма-правители принесли Дарму в Тибет, затем как Ландарма преследовал Дарму, и в результате Дарма пришла в упадок, и сейчас есть такая большая необходимость восстановить учение Дармы. И есть столько ложных учителей, в результате чего учение, учение пришли в упадок, нет ясности по поводу понимания учений. И в результате это очень расчувствовало Ачиша. И говорится, что его глаза наполнились слезами. Э, И, и особенно, когда он услышал, когда Джанчук соединил ладони и сказал ему, вместо того, чтобы даровать глубокие и удивительные учения Дармы в Тибете, прошу тебя, учи о причине следствия, о карме причине следствия. И это очень порадовало Тишу. Он сказал, единственная глубокая дарма — это учение о карме, причине и следствии. И, важнее обрести несокрушимую веру в карму, причины и следствия, чем увидеть непосредственно лик божества Едама. Тот, кто обладает такой непоколебимой верой в карму, это лучше, чем увидеть, увидеть лицо Едама. В Индии есть практика Яманды, и, и был
один практикующий, который увидел лик Ямантаки и подумал, а, что теперь я увидел лицо Ямантаки, и теперь я могу делать все, что угодно. Я И в результате он переродился голодным духом, и его тело выглядело как Ямантаго. Ачиша рассказал много таких историй. Джинчук рассказал ему много о таких созреваниях кармы. И впоследствии то, чему он учил в Тибете, это учение кармы о причине следствия. Именно поэтому он приобрел имя Лама кармы. Лама, который учит карме. Почему? Потому что он постоянно учил карме причине следствия. И это также было очень важно для учения в Тибете, поскольку это имя, которое он получил, свидетельствовало о том, какими важными являются учения о карме, причине следствия. И, и, э, и в то время Лацава Ринчен Самбо осознал, каким великим ламой является Ачиша, и решил следовать за ним как за гуру. И, и тогда он всем начал говорить, что Ачиша лишь пребудет в Тибете короткое время, поэтому вы должны получить от него как можно больше учений. И тогда почтение Лацун Джанчуб поднес много золота Атиши и сказал, в земле Тибета у людей столько неверного понимания касательно буддизма. Они никогда не встречались с автентичными учителями, и они притворяются, что они понимают Дharму, тогда как на самом деле все их понимание неверно. Они вступают в диспуты с друг с другом и сами э, придумывают учения. И все это не соответствует Дharме. Прошу тебя, рассея их сомнения. И кроме того, он задал два вопроса по поводу общей колесницы, также два вопроса по поводу парамид и, и также три вопроса о Ваджраяне. И, и попросил Атиша написать трактат, который коротко описывал саму суть Дharмы а, и практику самого Ачиши. И он также попросил написать разъяснение по Гухья Самаджа Тантры. Есть наставления по Гухья Самаджа Тантры, составленные Буддагняны, и попросил разъяснение этой практики, а также попросил разъяснение Садхана Авалокитешвары, который является главным божеством мандалы. И он искренне попросил все это Ачишу. И в ответ на это Ачиша в конце ответил, что а, драгоценное ожерелье Нагарджуны Ратнавали уже переведено на тибетский, и этого достаточно, нет ничего лучше, чем это. И также есть Садана Самантабадры, и сам он, как в ответ на эту просьбу, написал а, а, Бодхипата Прадипику «Светоч на пути просветления», этот свой наиболее известный трактат. И «Светоч пути к просветлению» состоит лишь из 67 стихов, и он прежде всего учит тому, как усмирить свой ум, как тренировать ум. И поэтому это то, что людям легко применять на практике.
И, и это то, о чем говорит Джо Цангапа в своем трактате «Добрым чином», трактат о стадиях пути, что хотя этот трактат всего имеет 67 строф, в нем все изложено во всей полноте, поскольку он направлен на упрощение ума, его легко применять на практике, поскольку он украшен советом двух гуру, то имеется в виду гуру Нагарджуна, основатель традиции глубокого воззрения, и гуру Асанга, основатель традиции обширного поведения, то этот трактат является наиболее важным, высшим от всех других. И, и, и в результате этой деятельности Атиша, он все эти конфликты, они усмирились сами собой. То есть Атиша не применял каких-то особых методов для того, чтобы преодолеть эти диспуты внутри Тибета. Но поскольку этот трактат был написан с такой ясностью, то в результате эти диспуты усмирились сами собой. И это было похоже с влиянием, которое имел трактат Камалашилы к о стадиях медитации. И об этом. А, и, но проблема в том, что никто не применял эти наставления Камалашила на практике. Трактат был там, но во времена Атиши уже никто не практиковал сама суть учений. И именно поэтому такой важностью обладали учения Атиши, которые возобновили традиции практики. И также в этом роль сыграл Драмтомпа, ученик Атиши, поскольку ученик Атиши Драмтомпа сыграл такую важную роль в распространении учения Атиши. И Драмтомпу попросили написать комментарий на светоч пути к просветлению, но Драмтомпа ответил, и у меня нет нужды писать э, такой, такой комментарий. И просто смотрите на воплощение этого трактата на практике, смотрите на мое поведение. То есть, что Драмтемпе ответил, нет необходимости в каком-то тексте, смотрите на воплощение учений на практике. И, в, и что касается этих 7 вопросов, которые Чуншуп задал Ачише, и в ответ на эти вопросы Ачиша написал «Светоч пути к просветлению», как бы ответ на эти вопросы. Однако в истории жизни Ачиши нет ясности, в чем заключались эти 7 вопросов. И позже, когда Атиша отправился в Центральный Тибет, то ему задали еще другие вопросы. И среди этих великих 5 вопросов, заданных Ачише в Центральном Тибете, был один, который звучал: если разделить мудрость от метода, может ли
если метод отделен от мудрости, может ли этот метод привести к просветлению? И Ачиша ответил, что я уже изложил это в светоче пути к просветлению. И возможно, что эти, а, что именно в ответ на эти вопросы ответ на эти вопросы содержится в светоче пути к просветлению. Однако не совсем понятно, каковы были вопросы о общем пути и какой ответ был от Чиши. И, и в другом комментарии Ачиши, и в комментариях на Светоч пути к просветлению говорится, что содержатся ответы на эти вопросы Джинчупа. Однако не разъясняется, как ответы связаны с вопросами. Не говорится, какие слова в трактате отвечают на какой вопрос. Например, от этого стиха до этого стиха дается ответ на этот вопрос, а с этого стиха до этого стиха дается ответ на другой вопрос. И, однако проблема в том, что сейчас нет такой традиции давать разъяснение светочек пути просветления согласно этим вопросам, на которые она отвечает. Однако в одном комментарии говорится, что если мы свяжем этот трактат с заданными вопросами, то это принесет большую пользу для начинающих, кто пытается воплотить эти наставления на практике. Поэтому, если вы способны учить трактату «Светоч пути к просветлению», используя метод вопроса-ответа, то это принесет большое благо. И, и есть много чего другого, что я бы хотела рассказать о пребывании Ачиши в Центральном Тибете. Есть много историй, связанных с этим, но сейчас у меня нет времени, чтобы говорить об этом. И я надеюсь, возможно, в будущем у меня будет такая возможность. И сегодня наше время истекло, на этом нам следует остановиться.